Сегодня в единственном хозяйстве Ашского района, которое занимается выращиванием коз ангорской породы, началась стрижка. 10 человек за месяц должны ручными ножницами обстричь около 9000 животных. Труд очень тяжелый. Еще труднее, чем стрижка, правильная селекция. Зоотехник Садулой Исматов занимается улучшением таджикской породы коз более 40 лет. Вместе с помощниками сейчас обмеряет длину шерсти у каждой, проверяет на количество мертвых волос, крепость и блеск. Вся информация аккуратно записывается в журнал. Лучшие экземпляры будут допущены к размножению. 4-месячных козлят забираем у матери и отделяем самцов от самок. Потом на 5 месяцев даем каждому оценку. Делим по классам, по весу, по шерсти. Своими достижениями в селективной работе гордятся в хозяйстве. Выведенная здесь в советское время порода с добавлением в последние годы австралийской крови оказалась очень устойчива. Местные специалисты уверяют, что по крепости, мягкости и блеску шерсть лучше, чем в других районах страны или соседних республиках. Немаловажное влияние на это оказывает местность и корм. Так как у нас район горный и почва каменистая, козы питаются 2 видами сорняка. Единственным, что здесь может вырасти. Шерсть, благодаря таким условиям, прочная и дает люстровидный блеск. Этим она отличается в лучшую сторону от любой другой шерсти. Из 100 козлят 98 белые, а 2 черные или темно-синие. Шерсть белых коз хороша для трикотажных тканей и легко красится. Черная тоже не бесполезна. Ей не нужны краски, она не выцветает благодаря природным свойствам и используется в основном в ковроткачестве. Но несмотря на все достоинства шерсти ангорских коз, хозяйство практически не развивается, а работает только на поддержание себя на плаву. О госдотациях здесь и не слышали. На внутреннем рынке шерсть стоит всего $5 за килограмм, когда должна цениться, по словам местных специалистов, ровно в 10 раз дороже. При этом одна взрослая коза дает в год всего от 1,5 до 2 килограммов шерсти. Были бы покупатели, говорит директор, местные жители занимались бы разведением коз. Все равно ничего здесь не вырастить. Сейчас население приходится ездить на заработки в другие районы страны или в Россию. Мы выходим на местный рынок со своей шерстью, но цены неприятно низкие. Если бы кто-нибудь за границей увидел бы эту шерсть, то заинтересовался бы. Если бы мы ее могли продавать на внешнем рынке по нормальной цене, простые люди могли бы зарабатывать. Единственная надежда у производителей шерсти Ашского района — найти иностранных инвесторов и покупателей. У них однажды были гости из Италии, которых заинтересовала местная продукция. Но отрасль требует для начала немалых вложений на увеличение поголовья скота. Денег у самих людей для этого нет. Количество продукции сегодня насчитывает едва 20 тонн, слишком низкие объемы. Анушер Вон Арипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан.